Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Фантазеры из соседней республики известны тем, что пишут себе историю, собирая всякие сплетни и небылицы. Мы не успели отойти от безголового Гургала. Как нарницы догадались слепить очередного героя, про которого история не слыхала. В одном из пабликов нарницев был выпущен пост про некую Абию Назрановскую, героине которой пришлось принять бой против наступающей армии на их земли кабардинских князей. Кабардинцы двинулись захватить Ингушетию в тот момент, когда все мужское население Ингушетии вышло на охоту. Так, две армии договорились, что позволят своим сильнейшим воинам с обеих сторон выскочить один на один. С ингушской стороны самым сильным воином была женщина, Абия Назрановская, а с кабардинской, как и положено, вышел вперед воин мужского пола. В битве ингушка Абия сразила своего врага, и ингуши объявили торжество победы над захватчиком. И еще, как мы видим из текста, мужчины ушли на охоту, оставив женщин без присмотра. Возникает резонный вопрос, почему все мужское население Ингушетии в нужный момент решило поохотиться? Допустим, действительно все мужчины вышли на охоту, но как они могли не заметить войско кабардинцев на такой маленькой земле, это, конечно же, вопрос. На картинке позади Абии Назрановской ингушское войско, сформированное из женщин. Спросите, откуда тогда у женщин усы? Отвечаем, на самом деле это женщины с накладными усами, чтобы устрашить вражескую силу. Все мы слышали с уст нарницев про осетинский ОМОН в Алдах, когда чеченцы не скрывают свои добрососедские отношения к осетинам. Нарницы начинают их упрекать в том, что осетинский ОМОН участвовал в геноциде чеченцев в Алдах, а вы не ненавидите их. Удивляет то, что сами алдынцы не в курсе, что у них в селе был ОМОН из Осетии. Нарницы, которые вообще ни при чем и знать не знают, что там происходило, с уверенностью заявляют, именно осетинский ОМОН причастен к массовому убийству чеченцев 5 февраля 2000 года. Так давайте посмотрим, причастен ли осетинский ОМОН к преступлениям в Алдах. 10 лет со дня ужасной трагедии в чеченском поселке Новые Алды. 5 февраля 2000 года, после двухмесячной осады Грозного, российские войска начали вступать в город. Отряд петербургского ОМОНа входил в чеченскую столицу через селение Новые Алды. На тот момент в поселке... Как вы видите, в Алдах находился питерский ОМОН, который никакого отношения не имеет к Осетии. Даже если бы там находился осетинский ОМОН, это ничего не означало бы, ибо из-за нескольких десяток ублюдков мы не имеем права винить в этом весь народ. Подобными писульками нарницы желают настроить друг против друга два дружеских народа Кавказа. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.